Следующий мой бизнес – это мы строим недвижимости, многоэтажные дома строим. И почему я подошел к этому бизнесу и как? Очень надо правильно выбрать рынки. Потому что разный рынок по-разному себя ведет. Я мыслю таким образом. Чтобы обезопасить бизнес, надо правильно выбрать рынок. Я мыслю таким образом. Потому что 56 бизнесов имею же опыта, банкротства, того и так далее. Я размышляю таким образом. И поэтому мы 60% деньги держим на те деньги, короткосрочные деньги, которые каждый день, живые деньги мы их называем. Живые деньги. Поэтому у нас дефицит наличности не бывает. Потому что каждый день есть живые деньги. Я построю модель именно по такому правилу. По такому правилу, чтобы был стабильно. Откуда я это понял? Я изучал много жизнь миллионеров, миллиардеров. В 2007 году впервые я познакомился с Оскар Салимбеков. И мы очень хорошие друзья. Я у него спросил: байки, как разбогатели? Он сказал: я вот построил базар, а потом деньги пошли, надо было куда-то доводить их. Надо было что-то делать. И вот мы просто направляли эти деньги туда, направляли сюда. Конечно, были много ошибки, много потерь и так далее. Но в целом-то что-то мы потеряли, что-то продали, но в целом-то мы в выигрыше. Я сидел, думал: ух ты, классно. Надо найти что-то, механизм, то, что тебе денежный поток обеспечит. И это самый важный механизм. Поэтому я начинал делать свои бизнесы по такому правилу, чтобы бизнесы не должны быть в одном русле, в одном направлении. Например, если вы только недвижимость занимаетесь, вы сейчас банкрот. Согласны со мной? Если вы сейчас занимались бы бизнесом, все ваши деньги, если были бы недвижимости, вы сейчас бессонные ночи проводите. Я вижу, как все эти компании страдают. Эти компании в волне рост рынка, они все были крутые. Так или нет? Посмотрите все. Учитель, врач, все начали строить. Все подряд начали строить. Строитель, не строитель, банкир, неважно. Потому что это был самый легкий способ зарабатывать. Квадратура тебя обошлась одну сумму, и сверху накручиваешь 2 раза больше, и все, продай. Руки на карман. Потом к тому же недвижимость — это такой бизнес, где ты не теряешь. Если не зарабатываешь, по крайней мере, не теряешь. Но если ты его построил своими деньгами, классно. Но если ты его построил кредитными деньгами, все съедает. Но если ты его построил дольщиками, тоже потеряешь все прибыли. Если спад рынка или кризис и так далее. Поэтому очень важно поэтапно построить, то есть поэтапно пойти к бизнесу. Поэтому мы выбрали разные направления. То есть 30% деньги мы держим в активах, именно в те среднесрочные деньги. Это деньги, которые от 1 до 3 лет возвращаются к нам. И я начал построить несколько недвижимостей. Я очень много инвестировал. Вообще разбогател на недвижимость. В 2004 годах, 2005 годах я много купил недвижимость. Я заработал, у меня был нормальный денежный поток. Я покупал в Астане, покупал в Москве. У меня в Москве только было 18 квартир. Я покупал один за других деньги, которые зарабатывал, покупал именно ликвидные недвижимости. Чем отличается ликвидная недвижимость? Ликвидная недвижимость – это то, что вы легко можете продавать в любой момент. Любой секунд, и вам легко вы можете обналичить, когда вам надо. Но если вы неправильно, у вас нет знания о недвижимости, вы потеряете очень много в недвижимости. Один из устойчивейших бизнесов – это недвижимость. Поэтому я много в нем заработал, правда, первоначальный свой капитал и так далее. Поэтому я его понимал. И сейчас мы строим недвижимости. Сейчас строим многоэтажные этажи в Худжанде тоже. И сейчас собираемся, Аллах даст, в Душанбе строить и так далее. А потом в Астане, там с одним учеником тоже строим. В Акто планируем сейчас строить в следующий год. В 2018 году, в общем, будут у нас много объектов по этих направлениям. Следующее направление моих бизнесов – это мой парфюмерный бизнес. Если вы когда-нибудь столкнулись с моим парфюмером, купите, пожалуйста. Они хорошие, они недорогие. У нас 2 вида парфюмерии. Вот это мой любимый бренд. Она очень качественная. Я сам использую.
Скажите мне, пожалуйста, если у вас будет выбор перед вами вот такой парфюмерии, он стоит 50 евро. То же самое качество парфюмерии, если только его нету, вот эта коробка, флакон, качество 1 к 1. Вам предложат его, например, не помню, там почем продают в сомах, 1,5 или 2 тысячи сом, не помню. Где-то. Что вы выбираете? Который тот же самый продукт дешевле или который дороже? Если то же самое качество, если то же самое, что вы выбираете? Вы же коробку никому не показываете, вы в конце концов аромат используете? Или вы коллекционируете для внуков коробки? Нет, да? Я подошел к этому бизнесу именно так, потому что я сидел долго, думал о том, что все люди хотят быть действительно красивыми, все люди хотят хорошо выглядеть, потом современный человек грязи жить не может уже. Современному человеку невозможно уже грязи жить. Это просто нереально. А что больше всего раздражает человека? Запахи. Заметили? У вас бывали случаи, что вы с кем-то сидите, человеком разговариваете, рот открывает, а вы хотите сразу подальше держаться от него. И самое главное, вы это запомните на всю жизнь. Люди, ваш запах, ваш аромат запомнят навсегда. Либо они запомнят ваш аромат, либо запах пота, либо запах рота. Вот так и происходит. Так и на самом деле происходит. Поэтому мы выбрали этот бизнес, потому что она качество хорошее. Она действительно... Я долго об этом думал, почти 2-3 года думал даже, как это все правильно наладить, правильно делать. Правда, честно скажу вам, благородный бизнес. Я время даже минимально уделял этому бизнесу. Когда банкротился, ничего не было, я начинал продавать сломанные флаконы, бракованные, по половинке и так далее, подешевле, и все это начинал заново новый бизнес строить. Заново стоял и начали это все построить потихонечку. Вообще Ласпида я делал, потому что это был бренд. У меня был 36 по спортивной одежде тоже. 36 магазинов у нас было по Казахстану, Кыргызстану. Но мы банкротились, потому что не хватало знаний, не хватало опыта. Бизнес быстро вырос. Бойтесь бизнес, когда быстро растет. Если бизнес быстро растет, ваша администрация не успеет расти. И, соответственно, у вас будет дефицит, нехватка наличности. Произошло это со мной. Не хватало наличные деньги, это 36 магазинов надо было обеспечить, это все аренда, зарплата, это все надо оплатить и так далее. Мы банкротились, поэтому мы от спортивной одежды и так далее отошли, но только на парфюмерии остановились. Сейчас таких, по-моему, около 30 магазинов у нас таких в Казахстане, Кыргызстане, вот так. Следующий мой бизнес – это парфюмерия, которую за полгода я построил. Как вы думаете, вам нравится за полгода, с апреля месяца до сегодня 107 таких магазинов поставить? Самое важное в бизнесе – это как правильно ты разрабатываешь бизнес-модель. Кто из вас хочет, чтобы я вас научил это делать? Да, это вы хотите? Вы должны полностью усваивать всю модель, которую я использовал. Сегодня я буду говорить коротко пройти, но завтра с утра до вечера буду об этом пошагово объяснить глубину. Надо четко выбрать рынок, а потом построить правильный бизнес-модель. Когда ставлю цель перед компанией, мы ставим минимум и максимум. Минимум это крайним кровизнос ты должен добиться. Это минимум. Максимум это минуты вдохновения. Если повезет, шагай дальше. Мы поставили, чтобы вырасти следующий год, Бог даст, от 500 до 600 магазинов. Такой. И почему эти вещи я вам рассказываю? Например, эти вещи вы лучше поймете меня. Вот эта парфюмерия построена для массового народа. Тот парфюмерия для среднего класса. Это ниже среднего. То есть любой студент, любой человек, он может себе позволить эту парфюмерию. Спокойно брать, использовать и так далее. Потому что не у всех людей есть большие деньги, чтобы купить на 60-70 долларов или евро, или 100 долларов аромат и так далее. Потому что я понял, что есть некоторые бизнесы, которые из моды не уходят. Видите, если вы начнете посмотреть на мои направления, направление продукты питания, направление, которое в тренде, направление, которое в стабильности, направление что? Которое никогда из моды не уходит. Он будет всегда. Скажите, пожалуйста, эта девушка, пока не умрет, будет захотеть быть привлекательной или нет? До самого конца жизни. А скажите, пожалуйста, это господин, будет ли захотеть, чтобы лучшие от него ароматы вышли?
любом мероприятии, куда бы ни пошел и так далее. Согласны? То есть мы выбрали именно по такому направлению этих вещей. Вот. Еще много разновидностей бизнеса. У меня небольшой банк был, кстати, его прошлой неделю продал. У меня тоже банк был. Теперь я планирую через месяц, в январе, открывать намного лучший банк. Иншаллах. Намного лучшего. Иншаллах. Вот. У нас был один банк, мы его продали. То есть мы делали все то, что делает банк. Давали кредиты, брали депозиты, там, обслуживали счета и так далее, и так далее. Но мне не сложилось с моими партнерами, поэтому я отошел от этого. Почему я отошел от этого? Потому что мои ценности, это очень... Я глубоко верующий человек. Я верю, что надо делать то, что Аллах гарантирует успех. Я этому верю. Поэтому... Как я связывался, самое интересное, вот когда вы делаете поступки, совершаете то, что не соответствует вашей ценности, у вас проблемы будут. Как я купил эту банк 2 года назад, и в протяжении этих 2 года у меня куча проблем пошли. Как я его намерение делал продавать, все нормализовалось, и все дела в гору пошли. Странно, да? Вы понимаете, о чем я говорю сейчас? То есть, знаете, жизненная ситуация с чем связана? Проблемы откуда нашей жизни? Проблемы нашей жизни не потому, что жизнь трудная. Жизнь сама по себе, она очень легкая, очень хорошая. Но проблемы появляются в нашей жизни от того, что мы не живем с вами в соответствии своей ценности. Когда поступки человека не соответствуют его ценностям, у него жизнь начинает стать трудным, тяжелым, сложным. Вот. Я рассказывал о нескольких наших бизнесах по чуть-чуть, чтобы вы хотя бы чуть-чуть понятия имели и так далее. А имею я очень много опыта в разных бизнесах. В наших тренинговой индустрии мы являемся одним из лидирующих компаний Средней Азии и СНГ. Как вы думаете, если около 600 тысяч человек посещало ваши тренинги, вы что-то хорошее делаете? Очень хорошо. Знаете, сколько наших книги были продано? Совокупность вся с философией муравья. Более 2 миллиона экземпляров. Более 2 миллиона экземпляров.